22 февраля на календаре, новый день настает, а вы смотрите, дорогие друзья, «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха». А значит, ваш день точно пройдет хорошо. Но только если вы не покинете нас в течение ближайшего часа. Наступающий день с вами встречаем мы, Эмилия Алиева и Павел Танина. А команда нашей программы, как и всегда, впрочем, подготовила для вас много интересного и познавательного, что тоже немаловажно. Например, как всегда, начнем день с утренней зарядки, узнаем о некоторых правилах этикета, а с гостем в студии поговорим о подарках, актуальной теме в связи с грядущей такой чередой гендерных праздников, назовем их так. Ну и по традиции в четверг узнаем о том, какие киноновинки уже в эти выходные можно будет посмотреть на больших экранах. Ну а далее наша постоянная рубрика «Даты и события». Ну, вообще в целом, да, многие, немножко забежим вперед, многие с нетерпением ждут, когда в Якутии основательно придет весна и тепло, но, как оказывается, теплый февраль — это не всегда хорошо. Так, по народному календарю сегодня отмечается День Панкратия. И какие приметы связаны с этим днем, и какими еще датами сегодняшний день знаменателен, давайте вот узнавать. На календаре 22 февраля. Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений. По народному календарю День Панкратия. Считалось, что чем холоднее неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте. Этот день в истории. В 1714 году, 22 февраля, учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. В 1878 году впервые исполнена 4-я симфония Петра Чайковского. В 1921 году в Советской России создан Госплан СССР. В 1968 году открыта первая советская антарктическая станция Беллинсгаузен. В этот день родились Артур Шопенгауэр, немецкий философ, Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка, Фредерик Шопен, польский композитор, пианист, Федор Васильев, русский живописец, пейзажист, Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики. Именины сегодня отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр и Тихон. Ну а далее узнаем о последних событиях. О них, как всегда, уже готовы, ждут, не дождутся рассказать наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. 90-х годов. Участники специальной военной операции будут присутствовать на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. О месте проведения будет своевременно сообщено, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Напомню, мероприятие пройдет 29 февраля. Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием о положении в стране дел, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Предыдущее послание было оглашено в феврале прошлого года. Оно было 28-м в новейшей истории страны и 18-м для Владимира Путина. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий формировать советы представителей малочисленных народов в соответствии с утвержденным правительством типовым положением. Им предлагается закрепить в законе, что региональные и муниципальные советы представителей малочисленных народов создаются субъектами и муниципалитетами в соответствии с утвержденным правительством положением о Совете малочисленных народов. Эта инициатива требуется для достижения единства организационных и методологических подходов. Одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида, либо ухаживающему за инвалидом с детства первой группы с 2024 года положена ежемесячная выплата по уходу в повышенном размере. Такое же право установлено законом для усыновителей и опекунов. До последнего времени подобная выплата назначалась только при условии отсутствия трудоустройства у лица, осуществляющего уход. Но теперь у родителей, опекунов, попечителей детей с особыми потребностями здоровья появится возможность трудоустроиться и при этом не терять поддержку государства. Размер выплаты – 10 тысяч рублей в месяц. Работать можно в том числе и удаленно, либо неполный день. В минувшем году в Якутии расширенный неонатальный генетический скрининг проведен у 11 059 новорожденных. Всего охвачено 99% младенцев. В итоге выявлен один случай синдрома Ди-Джорджи, при котором нарушается эмбриональное развитие ткани и появляются врожденные пороки органов. Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в стране с 1 января минувшего года.
По анализу крови, сделанному в первые дни после рождения, диагностируют врожденные и наследственные заболевания в самом начале их развития, еще до появления симптомов недуга. В Якутии за 2 года стоимость школьного питания увеличилась почти в 2 раза. Если в 2022 году стоимость завтрака или обеда составляла 53 рубля, то уже в этом году за аналогичный прием пищи придется заплатить до 103 рублей. Стоит отметить, что школьники получают еду не менее 1 раза в день. При этом для старшего звена бесплатное питание предоставляется льготным категориям. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас мы также разрабатываем нормативный документ, по которому у родителей будет возможность выбора для детей-инвалидов и из ОВЗ. Или питание они сухим пайком берут, или они будут получать в качестве денежной компенсации. Данная мера будет вводиться с нового учебного года 2024-2025 года. С 25 по 31 марта в Нерюнгри пройдет республиканская спартакиада по зимним видам спорта. Это будет уже 5-я спартакиада, которую традиционно 1 раз в 4 года принимают города Южной Якутии. Для финала спартакиады были выбраны 10 спортивных дисциплин. При этом в Нерюнгри пройдут соревнования по хоккею, также горнолыжному спорту, северному троеборью, которое включает в себя прыжки через нарты, метание аркана на хоре и северный тройной прыжок, а также сноуборду и фигурному катанию. Бороться за медали в остальных дисциплинах спортсмены будут уже в Алдане. Подготовка идет. У нас была комиссия, работала комиссия в районе, да, во главе с заместителем министра спорта Гаврилом Махначевским. У нас прошло большое совещание, на котором мы определили самое главное – это объекты, где будут проходить наши спортивные состязания, а также, конечно же, это объекты, где будут проживать наши спортсмены, судьи, гости нашего этого спортивного праздника. Уже завтра в России начнется череда длительных выходных, связанных с празднованием Дня защитника Отечества. В преддверии праздника социологи провели опрос и выяснили, какие подарки в этот день больше всего хотели бы получить мужчины, в том числе от коллег, если в коллективе, конечно же, отмечают праздник. Большинство респондентов считают, что на 23 февраля уместно дарить сертификаты на покупки, угощения и сладости, а также тематические сувениры. Далее приведем цитату. Самым уместным и полезным подарком коллегам мужчинам 42% россиян назвали сертификаты на покупки, чуть более трети опрошенных 38% выбирают угощения и сладости, а 28% тематические сувениры. 24% респондентов считают хорошим подарком алкоголь, 20% сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% россиян подарили бы книги, отметили эксперты. В то же время аналитики сервиса YouMoney уточнили, что в начале февраля этого года число покупок книг выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще 17% опрошенных россиян в качестве подарка коллегам выбрали бы спортивный инвентарь, а 16% – корпоративный мерч. При этом в России средний чек за одежду для активного отдыха и спорта вырос на 11%, в то время как средний чек за товары для рыбалки и охоты снизился на целых 36%. Ну а самыми худшими подарками на 23 февраля россияне считают нижнее белье и носки, одежду и обувь, мыльные наборы и средства для гигиены. В это же время женщины худшими подарками на 8 марта, который тоже скоро будем отмечать, назвали парфюмерию, дешевые сладости и фрукты, халаты и недорогие сувениры, а также мягкие игрушки. Но помимо самих подарков, немаловажно и то, кому их дарить. Наши коллеги далее расскажут о правилах дарения и о том, какие подарки уместны в зависимости от того, кому вы их дарите. Дарить цветы в горшочке – признак дурного тона. За исключением тех случаев, когда вы точно знаете, что человек хочет получить именно этот подарок. И все же лучше подарить букет свежих цветов. Всевозможные статуэтки дарить человеку, который не является коллекционером, не стоит, так как данный подарок в дальнейшем будет бессмысленно стоять на полке и пылиться.
Достаточно часто в качестве подарка используются пригласительные билеты в театр, на выставку и другие мероприятия. Такой подарок считается недопустимым, но следует помнить, что, даря его, вы как бы намекаете, что неплохо было бы взять и вас с собой. А это некорректно. Большинство людей считают драгоценности лучшим подарком, но это заблуждение. Дорогие украшения можно дарить только самым близким – родственникам, супругам, детям, братьям или сестрам. Также можно дарить золотое украшение совсем маленькому ребенку, друзей или родственников. Во всех остальных случаях, подарив ювелирное изделие, вы обязываете человека преподнести вам ответный дорогой подарок. Деньги могут быть использованы в виде подарка, если в процессе предварительного общения вы узнали, что человек копит на дорогую покупку или сам предупредил гостей о подобном подарке. Во всех прочих случаях купюры в конверте могут быть оценены как отсутствие фантазии или нежелание уделить время поиску интересного подарка. В преддверии праздников очень важная информация, на мой взгляд. Но что, если человек, который дарит вам подарок, не смотрит наш эфир? Тогда для вас будет полезен совет о том, можно ли вежливо как-то от подарка отказаться. Об этом в том числе поговорим с нашей гостьей Талиной Борисовой, заведующей кафедрой социально-культурного сервиса и туризма, кандидатом Северо-Восточного федерального университета, кандидатом философских наук, доцентом, которая преподает такие дисциплины, как сервисология и этикет. Талина Андриановна, здравствуйте. Здравствуйте, доброго вам утра. Вот, вообще говорят, что лучший подарок — это, собственно, тот, который понравился самому человеку, который его, собственно, тоже дарит. Не противоречит ли это утверждение правилам этикета? Ну, почему бы и нет? Почему бы не подарить любимому человеку то, что он хочет? Но иногда бывают такие ситуации, когда люди не знают, если вот, допустим, человек в одном офисе они работают, да, и, казалось бы, человека ты знаешь, но подарок ему может, к сожалению, не понравиться. И вот в связи с этим можно сказать, что издавна существуют разные советы, да. Но давайте вспомним, что все-таки самые первые подарки и самые первые украшения это получали мужчины. И до божеств, да, самые первые дорогие подарки дарили, конечно, божества. А вот мужчины, они, вот, если взять исторически, то они, начиная с Прометея, знаменитого, да, мифологического героя, они в памяти о его подвиге за то, что он подарил людям огонь, носили колечки от его цепей, как бы. И вот эти первые кольца, кстати, носили мужчины. И вот мужчины как раз и начали носить эти перстни, потом уже с камушком, как бы обозначала скалу, на которой был... История с кольцами с мужчин начинается, оказывается. Да, именно с мужчин начинается. А вот дорогие подарки ли, и цена ли подарка дорогая, или то, что человек ценит... Может быть, такой подарок, который, может быть, ничего не стоит в отношении денег, если с точки зрения денег взять, но очень дорог этому человеку. Допустим, подарили вы ему не обязательно дорогое путешествие, но любимые цветы. И сегодня, кстати, с юмором относятся к подаркам, к таким как носкам. Да, очень популярные подарки когда-то. Они уже всех раздражают. Да, они раздражают. Нет, последние годы же была интересная вот эта история букет из носков, то есть как бы креативный подход, казалось бы, к тому, что раздражает. Да, вот эти как раз такие носки, разные предметы, которые очень надоели людям, но из них теперь делают букеты. Букеты делают из фруктов, из цветов, ягод, клубники. И даже из колбасок, из колбасные букеты и так далее. Так что сейчас уже никого не удивишь. Ну вот говоря, кстати, да, вот, наверное, самый распространенный момент — это вот внутри рабочего коллектива подарки. Да. Но в преддверии мы сейчас находимся, живем в праздничных таких дней, 23 февраля, Международный женский день, 8 марта. Что уместно дарить внутри коллектива коллегам? Насколько дорогим должен быть подарок и какого формата? Ну, обычно договариваются о цене, вот, допустим, если вот люди соглашаются, ну, как правило, если это дружный очень коллектив, они заранее знают, чего они хотят.
И чаще всего это бывают сертификаты. Сегодня, по крайней мере, это очень популярно, мне кажется, доступно каждому. И если это прекрасный, хороший, тесный такой коллектив, они прекрасно знают вкусы своих Друг коллег, друга, да. поэтому сейчас, мне кажется, это несложно. Тем более сегодня очень много выбора подарков, допустим, те же ювелирные украшения, те же цветы. А цветы – это, конечно, универсальный подарок, который можно дарить всегда. Мгм. Вот, но когда как бы в коллективе подарки, это, ну, достаточно, так сказать, ну, может быть, грубо скажу, непредвзятая процедура, потому что бывают и коллективы большие, например, Да. да, то есть там какое-то вот просто массовое дарение идет, да, ну, как бы традиции, тоже все хорошо. Но если мы уже переносимся к какому-то такому более тесному, да, моменту, то есть очень хорошие друзья, опять же, очень близкие коллеги и так далее. Как необходимо тоже в момент этикета, как правильно принимать подарки, то есть что можно говорить, что нельзя, когда ты подарок принимаешь. Ну, в близком коллективе, конечно, там уже можно говорить все, что позволено, скажем так, да. Если подарок вам не понравился, не бывает такого, чтобы совсем уж не понравился сегодня так. Это раньше во времена дефицита, наверное, сложно было дарить, я думаю. А сегодня очень самое главное, мне кажется, это вот отношение человека и вот слова, которые человек говорит, с каким выражением. Если это любой пустяк, может быть, подарить с такими сердечными, да, от души идущими словами, мне кажется, любой подарок будет принят с удовольствием. Главное, как преподнести. Да. Главное, Всё как зависит преподнести, от этого. как это говорят китайские церемонии, да. Вот мы можем визитку свою просто подать, да, а они обязательно подадут двумя руками, причем текстом к человеку, которому вот эту визитку подают. Чтобы он не разворачивал. Да, сразу не мог разворачивал, а сразу он видел, да. И, может быть, придумать. Сегодня же мы можем придумать все, что угодно для любимого человека или близких, вот, кстати, людей. И можно это в форме стихов, можно это посвящение какое-то, может быть, и танец танцевать, да, как всегда, если это хороший коллектив, который примет всегда все вот эти вот искренние, от сердца идущие слова, скажем так. А вот вы сказали о том, что сказать, что можно сказать и как поблагодарить за подарок. А как поблагодарить? Поблагодарить за подарок? Вообще? Преподнесли подарок, если уместно ли распаковывать этот подарок сразу? Или его нужно сказать спасибо, а потом дома посмотреть? Что гласит этикет по этой части? Этикет гласит о том, что когда вот много официоза, скажем так, юбилей человека, да, это чаще всего бывает так, вот просто принять со словами благодарности, да, но раскрывать, наверное, все-таки попозже. А если же это близкие люди, и уже вы знаете содержание подарка и так далее, или знаете, что заранее, что вы к этому с юмором отнесетесь, чтобы не обидеть окружающих, и человека, возможно, который от души все это подарил, потом сделать не очень красивое лицо. Поэтому нужно вот смотреть, мне кажется. Вот когда официальные подарки, конечно, это, мне кажется, лучше всего разворачивать его. За закрытыми стенами, дверями потом самому. Но вот говоря про, разное бывает, мы тоже, да, вначале немножко заявили о моменте, когда, может быть, подарок по тем или иным причинам не может человек принять. Кажется, что слишком дорогой это подарок. Или, откровенно подарили что-то, что совсем не нужно. Можно ли, вообще вежливо ли от подарка отказываться? Если да, то как правильно это делать? Если это прилюдно, когда при стечении большого народа, наверное, это не следует этого делать, потому что это нехорошо и тому человеку, который дарит, и для окружающих это некрасиво будет. Настроение такое создается. Да, это уже будет звучать не очень красиво и, по крайней мере, не располагающее к последующим отношениям и так далее, потому что это говорит о том, что, о воспитании человека прежде всего, да, потому что, в конце концов, подарки – это ведь сиюминутное
вы, может быть, недовольны будете, тем самым, может быть, обидите важного человека, который потом сыграет какую-то роль в судьбе. А если это вот речь идет, ну, о каком-то уже таком личном, да, вот, ну, тет-а-тет дарят тебе Да. подарок, ты вот почему-то считаешь, ну, вот он дорогой, вот не могу я. Нет, ну, когда тет-а-тет, это уже совсем другое дело. Там по Конечно. ситуации уже, да? Да, конечно, по ситуации. Если вы посчитаете, что это слишком дорогой подарок, потом это сильно будет обязывать человека уже к каким-то действиям, поступкам, конечно, здесь уже нужно будет смотреть вам, следует ли вам принять его или нет. тактично отказаться. Да. Но это тоже надо уметь отказывать, чтобы человек... Но не целая обиделся, наука, как бы. оказывается, с Да. подарками, и в Я том числе слушаю именно принятие. И восхищаюсь, и удивляюсь. Я как раз вчера говорил, что любишь в дар принимать чайные сервисы. Вот я думаю, ну, может быть, тебе полезна была Я информация. немножко именно- в другом контексте В другом. говорю, а то сейчас коллеги подумают, что я... И телезрители, что я только чайные сервизы Не, принимаю. ну, да, контекст был совсем Но я не другой. против буду, не против, Павел. Берем на заметку. Айталина Андриановна, спасибо большое за беседу интересную в преддверии праздников. Очень познавательная. На самом деле узнали, я думаю, и наши телезрители очень много нового. О такой процедуре, казалось бы, Да. обыденной дарения подарков. Там столько всего скрывается. Желаю вам хорошего дня, отличного Спасибо. настроения и хороших выходных, И которые будут длинными. пусть весна вам принесет множество поводов для улыбок. Спасибо, спасибо. И чтобы не было большое. подарков, от которых вы захотите отказаться. Да, спасибо. И вам также. Спасибо. Благодарю. А еще одним важным моментом подарка является его упаковка. Этот момент достаточно классический и не претерпевает сильных изменений от года в год. Как правило, все сводится к упаковочной бумаге. Ну, опционально это бант. Но близких людей всегда хочется порадовать и удивить. Отсюда и множество креатива именно в части упаковок. О том, как интересно и необычно можно упаковать подарок, узнаем далее. Скоро наступят наши долгожданные праздники. Сначала 23 февраля, потом и 8 марта. И мы вам покажем, как красиво упаковать подарки. Для этого нам понадобится одноразовый картонный стаканчик, лента подарочная, ножницы и степлер. Ну и, конечно же, наши сладости. Для начала мы берем стакан и обрезаем ободок. Для этого нам понадобятся ножницы. Ободок от стаканчика будет ручкой для подарка. И начинаем класть наши сладости. Теперь мы закрываем аккуратно нашу коробочку. Зажимаем края, закрепляем степлером. Вот такая у нас красивая упаковка получилась с ручкой, и мы ее еще украсим сейчас ленточкой. Берем ленту и украшаем нашу коробочку. Для этого можно завязать бантики, можно наклеить наклейки, стразы, это на ваше усмотрение, и кому вы дарите. Дарите подарки от души и радуйте своих родных. Уже многое мы рассказали о том, как подарить подарок, упаковать его и вообще, что же выбрать в качестве подарка. Но главный вопрос всегда, как подарок купить. Сегодня в эпоху развития цифровых сервисов и маркетплейсов этот вопрос не такой уж сложный. Все выбрать можно, не выходя из дома. Да, и немаловажную часть, конечно же, здесь играет доставка. Логистических сервисов, служб доставки сегодня также огромное множество разных форматов. К ним относится и знакомая каждому жителю нашей страны, это Почта России. А ее костяк, естественно, составляют почтальоны. Вот о работе почтальонов расскажет Руслан Ачиров. Российской почте уже более 1000 лет, и она является одной из старейших в Европе. Сегодня почта – это федеральный почтовый и логистический оператор страны и одна из крупнейших сетей в мире. У компании 38 тысяч действующих отделений по всей России, в которые каждый день приходят более 3 миллионов человек и совершают свыше 9 миллионов различных операций. В одно из таких отделений мы заглянули. Сейчас мы находимся в 27-м отделении связи по улице Кирова, 21В. Само отделение разделяется как бы на 4 помещения, то есть операторский зал, почтальонский, где сидят одни почтальоны, и также посылочные, то есть там обмен посылками производится. То есть одни посылки, которые клиенты пришли, сдали, машина увозит обратно, и нам привозят новые посылки с сортировочного центра с аэропорта. Рабочий день почтальона начинается с самого утра.
Нужно рассортировать корреспонденцию, выписать извещения на заказные письма, все это внести в базу и затем отправиться по адресам. Кстати, в том числе вот эта система штрих-кодов, да, наверное, тоже очень облегчает работу. Ну да, раньше мы вообще вручную работали, это еще в годы перестройки. Угу. Там буквально по полночи сидели, писали. Ой-ой-ой. Потом только начали уже компьютеры появляться, и все эту базу данных начали заносить. Ага. Вот я, например, поставил текущие входящие номера. Все они должны идти по порядочку, то есть 1, 2, 3, 4. Даже так, да? Угу. Потому что оператор потом подходит и начинает искать. Вот человек пришел с этим номером 8173, он подходит к 4-му участку и начинает искать. В том числе и вот в этом тоже, как бы, скорее всего, для ускорения Да, для поиска. ускорения, потому что раньше они всю коробку там перешагивали, сейчас просто посмотрел номер, вот он стоит. По очереди. Все, пошли. Хотел всегда узнать, у почтальона есть какой-то свой определенный ключ от домофона, или вы звоните в квартиры? Нет, как правило, у всех есть вот такие ключи универсалочки, они, как правило, все двери открывают, кроме, ну, там, может, процентов 10, наверное. Ага, можно Если... посмотреть? Да. Ну он обычный, как домофон? Да, обычный домофон. Вот просто нажимаете, можете иногда сразу не срабатывать. Все, дверь открылась, она запиликала, все, мы зашли. Угу. Во всех ли подъездах вот такие красивые ящики, как, например, здесь? Ну, почти? сейчас практически во всех подъездах, кроме, может, мало семейок, там вот этих девятиэтажек. А так вот те вообще сейчас практически все управляющие компании ящики начали менять, там практически уже советских, так сказать, советского периода уже не осталось. Везде уже. Сейчас, да, сейчас стоят вот такие новенькие, хорошенькие ящики. Ежедневно почтальон проходит по несколько километров пешком, разнося корреспонденцию, и это отражается на скорости ходьбы. Павел, надо сказать, что я не могу угнаться за Павлом, очень быстро идет. А вообще, в целом, походка почтальона, наверное, она очень скоростная. Ну, во всяком случае, у меня точно, да, потому что некоторые девушки даже жалуются, когда со мной гуляют, ты очень быстро ходишь. Я говорю, ну, у меня привычка такая просто. Я в 2 раза быстрее обычного человека обычно. Да-да-да. Письма, корреспонденция, уведомления – все это мы хорошо себе представляем в образе почтальона. Но прогресс не стоит на месте. И сейчас, когда развиты различные курьерские службы доставки, с помощью почтальона вы можете приобрести даже продукты питания. Ну, например, работая в офисе, мало кто откажется от плитки шоколада к чаю. А вообще, в целом, вот вы часто заказываете через почту шоколадку? То есть это как бы во время рабочего дня помогает? Нам постоянно же ходят, потому что... Постоянно просто ходим, это просто у нас обычный набор, поэтому по всем организациям просто предлагаем, да, нет. Но в целом это удобно вам, как пользователю? Конечно. Почтальоны работают и в дождь, и в снег, да, и да, в пургу. У нас нет такого, что там активные дни, как у школьников, например, там хоть 50, хоть 60, мы все равно выходим на участок и все доставляем. Ну да, я не слышал так, что было сегодня минус 65, почтальоны тоже не работают. Такого никогда не было. У нас такого нету. Поэтому, Павел, хотелось бы вас поблагодарить за уделенное время, пожелать в вашем лице Почте России развития, эффективности, да, дальнейшего развития. А нашим дорогим телезрителям мы желаем бодрого утра, и чтобы ваши посылки, письма и бандероли приходили всегда вовремя и радовали вас. С огромным удовольствием мы посмотрели этот сюжет и понимаем, что спикеру, почтальону Павлу совершенно не нужна зарядка, потому что он каждый день ходит, ногами двигается, всегда в тонусе, и километражи наяривает своими ногами. Как говорят в народе, на 11-м маршруте, на 11-м. 2 ноги. Ну, что хотим сказать. Надеемся, что наши советы о подарках вам пригодятся, но все же праздники начнутся только завтра, а нам, как говорится, еще сегодняшний день надо прожить. И чтобы этот день прошел легко, энергично и плодотворно, нужно себя на это настроить. Не так ли? Да, и одним из главных ритуалов встречи нового дня является то, что может вас зарядить энергией, чтобы вы были таким же энергичным, как наш герой. Это, конечно же, утренняя зарядка. Комплекс упражнений, помогающий нам настроиться на день. Вместе с нашим спортивным инструктором предлагаем вам выполнить комплекс упражнений. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем с вами на все тело, чтобы проработать каждую нашу мышцу. Итак, первое упражнение – это у нас полуприсед сумо. И делаем удары вперед. Расставили ножки шире плеч, слегка согнули ножки, садимся мы не до конца. Ручки держим перед собой и начинаем делать удары вперед. На выдохе держим статику и удар, 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 удар. Молодцы. Спокойненько дышим, пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. Ножка у нас также напрягается. Стоим на пяточках. Молодцы. Еще немножко. Отлично. И следующее упражнение у нас выпад с шагом назад и подъем ручек над головой.
Сделали выпад. Передняя ножка у нас опорная. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. На выдохе поднимаем ручки наверх. Выдох. И меняем ножки каждый раз. Молодцы. Еще немножко. Хорошо. Снова становимся ножки шире плеч. Опускаемся в полуприсед. И в этом положении мы должны качаться и при этом двигать руками. Ручки держим прямые перед собой. Делаем полуприсед. Ручки меняем. Отпускаем то одну ручку, то другую. На выдохе поднимаемся. Таз отводим назад. Колени вовнутрь не заворачиваем. Следующее упражнение у нас приседание пружинки с киком, ударом в сторону. Разворачиваем корпус и как бы словно делаем удар. Ножки слегка выпрямляем, но не до конца. Полуприсели и поднялись. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Молодцы. Хорошо. И следующее упражнение у нас заключительное. Это у нас выпрыгивание. Ножки ставим чуть-чуть шире плеч, носочек смотрит вперед, либо слегка развернуты в сторону. Ручки держим перед собой, толкаем таз назад. На выдохе делаем прыжок и плавненько, аккуратненько садимся. 20 повторений. Раз, два, три, 4, 5. Таз толкаем назад. 7, 8, 9, 10. У кого больные коленки, либо слишком большой вес, можете просто делать быстрые приседания. Еще 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Желаю всем продуктивного дня. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». Нас радует то, что дети, которых мы показываем, обретают свои семьи. Надеемся, что и мечта 13-летнего Дархана исполнится, и у него тоже появится и мама, и папа. Познакомьтесь, Дархан. Ему 13 лет. Он открытый и общительный мальчик. Очень активный, добрый мальчик. Любит играть в спортивные игры, рисовать, делать поделки из бумаги. Увлекается шахматами. Ездил с детьми из детского дома в Сочи на всероссийский турнир по шахматам. По дому помогает всегда. В свободное время Дархан занимается в кружке «Радужная мозаика». Здесь под руководством опытного преподавателя мальчик учится создавать объемные поделки из пластмассы. У меня любимые предметы физкультура и труд. А по остальным так, история. У Дархана есть первые успехи в спорте, шахматах и легкой атлетике. Дархан много времени проводит на спортивной площадке. Он хорошо играет в баскетбол, ловко забрасывая мяч в корзину. Есть у Дархана своя мечта. Дархан, а мечтаешь ты о чем? Мечтаю. Ну, что все было хорошо у меня. Дархан скромный, отзывчивый, внимательный к близким. Он с радостью помогает взрослым и хорошо общается со сверстниками. У Дархана много увлечений – творчество, спорт. Он активно участвует в различных мероприятиях, не сидит без дела. Надеемся, что Дархан обретет семью и будет счастлив. Уже завтра страна отметит 23 февраля, День защитника Отечества. И в первую очередь мы, конечно, поздравляем тех, кто сейчас на передовой защищает интересы страны с оружием в руках. А наша с вами забота и забота государства сделать так, чтобы профессиональные военные, мобилизованные и добровольцы, участвующие в специальной военной операции, чувствовали себя нужными, а их семьи защищенными как морально, так и материально. Сегодня государство предоставляет таким гражданам и членам их семей множество льгот и пособий. Причем преференции эти доступны россиянам не только пока идут боевые действия, но и сохраняются после их окончания. Какие меры соцподдержки оказываются, расскажем далее.
Давид Малеев за свои 20 лет успел многое. Оставшись сиротой в детстве, после 9 класса поступил учиться на слесаря, откуда был призван на службу в вооруженные силы, во время которой заключил контракт и уехал в зону проведения СВО. После демобилизации вернулся, продолжил обучение, женился и уже стал отцом, назвав сына звучным именем Дамир, дарующий мир. Сегодня Давид сам активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и считает, что социальная помощь участникам боевых действий сейчас особенно важна. Мне помогли оформить и единовременную выплату, помогли приобрести квартиру законную мою сиротскую. Сейчас я по сей день получаю пенсию по потере кормильца. Хотелось бы поблагодарить правительство, то, что заботится и помогает нам. Эта помощь очень важна. Льгот, пособий и других преференций от государства участникам боевых действий сегодня множество. Разобраться во всех довольно сложно. С помощью специалистов социального фонда расскажем о некоторых из них. Участникам специальной военной операции полагаются ежемесячные выплаты и материальное обеспечение. При этом ежемесячные денежные выплаты назначаются при определенном статусе военнослужащего – ветеран боевых действий или инвалид боевых действий. Инвалиды боевых действий также имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое выплачивается в размере 1000 рублей, и ежемесячную денежную компенсацию, которая устанавливается в зависимости от группы инвалидности. Право на пенсию в особом порядке имеют те, кто пребывал в добровольческих формированиях и члены их семей. Ну а те, кто стал инвалидом во время несения службы по контракту, могут рассчитывать на назначение пенсии по инвалидности. При этом писать заявление об этом не требуется. Также гражданам, пребывавших в добровольческих формированиях, которым установлена государственная пенсия по инвалидности, предоставлено право на одновременное получение второй пенсии, а именно страховой пенсии по старости при наступлении на нее права. Кроме этого, социальный фонд обеспечивает защитников средствами реабилитации. Изделие можно получить 3 способами. Это через электронный сертификат, по государственным контрактам отделения фонда или приобрести самостоятельно и подать на компенсацию. Также инвалид имеет право на санаторно-курортное лечение при наличии показаний. В особом порядке оформляется и единое пособие на рождение и воспитание ребенка в семье ветерана СВО. В случае, если член семьи на момент подачи заявления проходит военную службу по призыву, он не будет включен в состав семьи. Сведения о прохождении военной службы по призыву предоставляются самостоятельно заявителям. В случае, если член семьи был призван в военную службу по мобилизации по указу президента Российской Федерации, мобилизованный гражданин будет включен в состав семьи, и его доходы не будут учитываться. Социальный фонд назначает пособие на 6 месяцев. По истечении срока назначение пособия продлевается в заявительном порядке. Полный комплекс госуслуг ветераны и члены их семей могут получить в клиентских службах отделения социального фонда, а также можно обратиться в фонд «Защитники Отечества». Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а продолжая тему поддержки военнослужащих, в это воскресенье 25 февраля с 12 до 14 часов в торговых рядах «Кружало» в Якутске пройдет благотворительная акция «Вместе». Посетителей ждет насыщенная программа, в которую в том числе войдет акция «Письмо моему герою». И вот подробнее об акции «Вместе» поговорим с официальным представителем общественного движения «Волонтеры Саха» Антониной Титовой. Антонина Степановна, здравствуйте. Ну, в целом, да, в общих чертах, что за акция «Вместе», ее цели, идеи основные? Ну, скажу сразу, что это не первая акция такая благотворительная. Мы такие акции проводим периодически. И цель этих акций в том, чтобы оказать поддержку участникам, нашим землякам, участникам СВО. И тем, кто проходит лечение в госпиталях Министерства обороны. Вот. Штаб нашей организации находится в Москве. И в постпредстве и руководит нашей организацией, нашим движением Константинова Туяра Николаевна, ваша коллега. Директор телевидения нашего. Да, ну вот так получилось, что, возможно, это вот ее была такая вот миссия жизни, что попала именно, ну так получилось именно в период ее работы там,
появилось СВО, появились наши земляки, которые получили ранения и которым нужна была поддержка. И мы здесь вроде как далеко, но все равно, вот я всегда говорю, что мы независимо от того, где мы находимся. Кажется, что это все так далеко, но сейчас каждый из нас может оказать помощь. Мы вот проводим такие ярмарки и собираем деньги и отправляем в Москву, и там уже приобретаются госпитальные наборы, которые состоят из предметов первой необходимости. Буквально там зубные щетки, пасты, носки, футболки, в общем, все, что необходимо человеку. Вот как раз про сбор средств за акция благотворительная, то есть я так понимаю, ну как я это понимаю, если что, поправьте, конечно же. Собственно, в программе вот акций вместе заявлены мастер-классы, опять же ярмарка, то есть предполагается какая-то продажа продукции и так далее. Мастер-классы не просто проводятся, или тоже может прийти посетитель какую-то там условную денежку заплатить за участие в мастер-классе? Если по поводу мастер-классов, то они, во-первых, ну, конечно, они бесплатные, но мастер-классы касаются все равно участников СВО. Ну, в том смысле, что мастер-классы по изготовлению оберегов, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, нашлемников. Шины и свечи, наверное. Ну, свечи мы мастер-классы не проводим, но в целях безопасности. А вообще я хочу сказать, что вот с каждым, наверное, днем становится все больше и больше людей, которые включаются в вот этот процесс оказания помощи и поддержки. Вы не поверите, сейчас уже вот в детских садах дети вместе с родителями, с педагогами, да, коллективы детских садов тоже участвуют вот в таких благотворительных акциях. В школах классы объявляют сбор вот из списка предметов первой необходимости. Вот мы буквально вот на прошлой неделе отправили 2 посылки от ребят именно с классов, да, там и футболки были, и какие-то вкусняшки. Ребята, ну вот даже мы, когда здесь мы вот в Якутске, да, там в больницу вас положили, ну, не дай бог, конечно, да. А вот положили в больницу человека, все равно человек набирает там и чай, и кофе, там, апельсинчиков ему носят и да. так далее. То есть, и тут, конечно, что наши далеко, во-первых, от родины. И такое внимание волонтеров, людей, которые живут там, готовят домашнюю еду, приходят, разговаривают, ну, кто, например, если знает на якутском языке, разговаривает на родном языке, это прямо, мне кажется, сильнее любых лекарств, потому что дает силы, энергию и как-то и вот быстрее это вот ощущение, что свои рядом. Вот, кстати, как раз говоря про это, будет еще в рамках акции, пройдет другая акция «Письмо моему герою», да, она называется. Да. Вот подробнее. Можно подробнее про это рассказать? Вот. Тоже интересно очень. Очень такая популярная акция, которая проходит в школах, и это на самом деле то, что не требует никаких вложений, ни денежных, ни каких-то, да, прийти и от души просто. Кстати, вас тоже приглашаем. Спасибо. Да, а что нужно? Написать письмо просто, ну, как предлагают, например, как вариант, дорогой солдат, обращение, дорогой защитник, да, Отечества. И дальше детям предлагают написать, ну, познакомиться. Меня зовут вот так-то, так-то, я учусь где-то. Знаете, такие трогательные письма бывают. У меня сейчас, там, значит, у нас четверть заканчивается, у меня 3 там по математике, но я тебе обещаю, что я ее исправлю. Вот даже есть такие, понимаете, письма очень трогательные. Ну, вот такие письма, мне кажется, вот если взять все виды поддержки, ну, дороже всего, вот, мне кажется, как раз такие письма, да. особенно когда дети пишут солдатам. И делятся самым таким сокровенным. Столько же новостей, что потом обратная связь от солдат идет. Да, и вот это тоже такие подарки дети делают.
это обереги. Вот мне его вот это подарили дети. Я его просто сейчас уже в последнее время, после того, как подарили, ношу практически постоянно. А вот такие обереги делают дети на уроках. Ну, вот еще какие-то, видимо, было это черновичок. Макет. Да. На уроках труда вместе со своими педагогами. Здорово. Девочки делают другие обереги. В некоторых школах шьют госпитальные подушки. И вы знаете, волонтером быть в принципе несложно. Самое главное понимать, да, любить тех людей, любить. Вообще, я всегда говорю, любить свою семью, свою родину. И тогда всегда найдется и время для таких волонтерских добрых движений. Да. Спасибо вам большое, Антонина Степановна, за интересный рассказ. Мы желаем вам успехов, чтобы акция прошла действительно на ура, и чтобы круг добровольцев был как можно шире, больше. И напомним, что пройдет она 25 февраля, в это воскресенье, с 12 до 2 часов дня в торговых рядах «Кружало» в городе Якутске. Так что вас тоже, дорогие телезрители, приглашаем, призываем прийти и принять участие. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Давайте вместе посмотрим. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви-банка. Как рассказали в регуляторе, Киви-банк систематически нарушал законодательство по противодействию, в том числе легализации доходов, полученных преступным путем. Так, например, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом Центробанк установил многочисленные случаи открытия банком Киви кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и операций по ним. Ежегодно на территории 202-го микрорайона в Якутске открывается излюбленное место отдыха для детей и взрослых – Ледовый городок. Инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактику с населением и работниками городка. Также они посещают места отдыха и рыбалки на реках региона. Напомню, на территории республики проходит месячник безопасности людей на водных объектах и акция «Безопасный лед». Специалисты МЧС России рассказывают об опасных участках и правилах безопасности во время отдыха на льду. Всего с начала зимнего периода инспекторами ГИМС проведено свыше 1200 рейдов и патрулирований. Проинструктировали более 3000 граждан. Президент России Владимир Путин считает интересной идею отслеживать в мобильных приложениях физическую активность и начислять за нее баллы, которые можно будет обменять на товары или услуги. Путин напомнил, что в России предусмотрен налоговый вычет для тех, кто регулярно занимается физической культурой и спортом. В декабре прошлого года президент поручил также усовершенствовать механизм получения россиянами налогового вычета на спортивные и оздоровительные услуги. Накануне прошел финал интеллектуально военизированных соревнований «Патриот», участие в которых приняли учащиеся профессиональных образовательных учреждений. Из 27 колледжей и техникумов только 11 команд добрались до финала. В этом году финальный этап был посвящен памяти двух выпускников Вилюйского педагогического колледжа Степана Руфова и Владислава Тарабукина, погибших на территории специальной военной операции. Первым этапом финала был смотр песни строя. Далее шла военизированная эстафета со сборкой и разборкой автомата, бегом в противогазе и другими военными дисциплинами. Мы готовились вместе с нашим отделением местным «Юнармия». Они нам помогали, рассказывали все построения, все команды и все функции солдата. Уже все с ребятами подготовились и разобрали, кто на какой эстафете участвует. Я за этап бег в противогазе с автоматом. Ровно месяц. Я надевал с закрытыми глазами противогаз, надевал, снимал, каждый день повторял. После этого я бегал с автоматом по километру в день. В республике свыше 147 тысяч детей занимаются в различных кружках. Одним, например, из популярных видов дополнительного образования сегодня является робототехника. Так, на базе кванториума, расположенного во Дворце детского творчества, ведется обучение по направлениям программирования роботов в среде VexCode VR и Lego NXT. Здесь занимаются воспитанники детских садов и учащиеся с 1 по 4 класс. Преподавание ведется 2 раза в неделю для школьников и 1 раз для малышей.
Самое масштабное событие для молодых людей – это Всемирный фестиваль молодежи. В Центре опережающей профподготовки встретились те, кто будет представлять Якутию. Делегация состоит из более чем 110 человек, среди них участники культурной, спортивной программы, гастрофестивалей и волонтеры. Отбор добровольцев провел Хабаровский край еще в прошлом году. Напомню, по указу президента страны Владимира Путина фестиваль пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Он объединит свыше 20 тысяч российских и иностранных лидеров в различных сферах общественной жизни, в том числе бизнесе, медиа и науке. Роструд напомнил россиянам, что сегодняшний день, 22 февраля, для работников со стандартным 5-дневным графиком будет сокращен на 1 час. В ведомстве уточнили, что дополнительного выходного в связи с празднованием Дня защитника Отечества в феврале не будет. Он переносится на 10 мая. Ближайшие длинные выходные будут в марте в связи с празднованием Международного женского дня. Россияне будут отдыхать 3 дня подряд с 8 по 10 число. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Наша программа продолжает знакомить вас со всеми нюансами различных профессий. И сегодня мы узнаем об особенностях и нюансах работы тех, чьим тренерским мастерством куется красота на льду. Тренеры по фигурному катанию. Наши коллеги продолжат. Фигурное катание меня привели с открытием у нас в Якутске Ледового дворца. Это был 96-й год. Сразу же с первых дней открытия я встала на этот лед, тренировалась до 13 лет. Потом уже с 17 лет стала тренировать. То есть одновременно получала образование, уже приступила к тренерской работе. И вот с тех пор уже много-много лет я тренирую. Тренер по фигурному катанию – это в первую очередь фанат. То есть если ты не фанатеешь своим видом деятельности, да, ничего, наверное, не получится. Потому что, конечно, это у нас тренировки и в 7 утра, это и до 11:30 ночи мы бываем, это постоянные сборы, постоянные командировки, то есть отрыв от семьи очень часто. То есть встает такой вопрос, что часто приходится быть где-то далеко от семьи. Поэтому это, и работа с детьми – это всегда сложно. То есть каждый ребенок, он индивидуален, каждому нужно найти свой подход. Это работа не с компьютером, не с техникой, с какой-то, это живой человек. Поэтому, фанат. График работы абсолютно не нормированный. То есть у нас есть тренировки с 7 утра. Сейчас построили новый Ледовый дворец. Здесь мы работаем с 11 где-то до 4 вечера. Потом мы едем в волейбол-тур. Там тренировочки у нас с 7 вечера. И часто бывает до 11. Гордимся мы, конечно, каждым нашим воспитанником. Есть ребята, которые уезжают из Якутии, из Якутска, в частности, в каком-то определенном возрасте, переезжают в центральные города ради того, чтобы продолжить карьеру. Такими мы особенно гордимся. Почему? Потому что у нас до определенного уровня развиваться можно. То есть, примерно, наверное, до 2-го спортивного разряда. Дальше нужны, конечно, совсем другие условия, больше льда, чего у нас очень не хватает. Поэтому многие детки, даже скорее не детки, родители решаются на такой серьезный шаг. Мы с удовольствием следим за их дальнейшей карьерой. Очень радуемся их успехам в центральных городах. Какие сегодня стоят планы, задачи у Федерации фигурного катания нашей республики? Планы и задачи у нас всегда одни – воспитать достойных деток, достойных спортсменов, чтобы представлять достойно наш регион на всех официальных стартах. Поэтому мы всегда стараемся работать на результат, чтобы у наших деток были хорошие результаты. Фигурное катание, как оказывается, не только популярный вид спорта, но и отличная тематика для кинематографа. Мелодрама режиссера Юрия Хмельницкого «Лед-3», завершающая франшизу «Лед», возглавила кинопрокат в России и СНГ. Картина собрала 527, почти 528 миллионов рублей за минувший уикенд. На второе место спустился фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. В эти выходные он собрал 208 миллионов рублей. На третьей строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты», собравший 27 миллионов рублей. Как сложатся показатели в предстоящие выходные, не знаем, а пока предлагаем ознакомиться с киноновинками этого четверга, которые в эти выходные уже можно будет увидеть на больших экранах.
Привет, пернатые. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Готовлю вкусняшку для моего сыночка. Сезон охоты «Суперкоманда». История спасения диких зверей из зоопарка. Пап, ты в порядке? За меня не беспокойся. Главный герой – медведь-гризли. Охотники похищают его любимого сына, и он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, им предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных. Городские приключения суперкоманды начинаются. Сезон охоты. Суперкоманда. В кино с 22 февраля. Слава Карпов. Союз чемпионов. Также на широкие экраны в Якутии 22 февраля выходит спортивная драма «Схватка». Фильм с глубокой философской миссией или захватывающей историей о талантливом спортсмене, который не смог удержать свой статус из-за роковых событий. Фильм расскажет о жизни Вячеслава Карпова, выдающегося спортсмена и первого чемпиона СССР по вольной борьбе из Якутии, ученика легендарного тренера Дмитрия Петровича Коркина. Это захватывающая драма о судьбе талантливого человека, чья карьера в спорте достигла вершины, но была разрушена роковыми событиями. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. На этом наш эфир заканчивается. Мы желаем вам хороших выходных, которые вот наступят. Мужскую половину все поздравляем с наступающим праздником и желаем хорошего дня сегодня, конечно же. Отличных вам выходных, ярких впечатлений, и пусть каждое утро всегда будет радостным.